Здравствуйте! В прямом эфире новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. Мы традиционно начинаем выпуск с истории ТССР. 5 мая 1924 года газета «Известия Татцика» стала называться «Красной Татарией». Спустя 27 лет ее переименовали в Советскую Татарию. Сегодня это газета «Республика Татарстан». В этот день, в 1930 году, началось строительство Казанской ТЭС-1. Электростанция вошла в число 518 ударных строек первой пятилетки. Сюда направили работников со всей страны. Оборудование закупили в Австрии, Германии и Италии. 5 мая 1939 года Президиум Верховного Совета ТССР принял указ о переводе татарской письменности с латиницу на кириллицу. Татарский алфавит на основе русского был составлен путем прибавления дополнительных 6 букв. Это событие прошлого, сейчас о главном на сегодня. Ударными темпами. Это мечта Барселоны, Реал Мадрида, Манчестер Юнайтед и Челси вместе взятых. Какие строящиеся социальные объекты Казани Рустам Минниханов сегодня назвал шикарными, знает Сергей Хайдаров. Она прошла через кому, реанимацию и искусственную вентиляцию. Если это не пройдешь, оказывается, сама. Поэтому не думай, что такое может быть. Как пациентка 7-й горбольницы борется с коронавирусом. Об этом Зарина Ахметова. Есть ли в аптеках маски? Масочек 3 месяца уже как нет. Проехался по сетям и узнал, что есть на прилавках и почем. Слава Мухаммадуля. Вот так выглядит памятник 9 мая. Как будто бы война здесь прошла, только что она прошла. Что заставило жителей встретиться с местной администрацией, узнавала Юлия Муратова. Пришел, увидел, поручил. Сегодня Рустам Минниханов осмотрел ход строительства второй очереди Республиканской инфекционной клинической больницы в Казани. Больница общей площадью 15 тысяч квадратных метров будет рассчитана на 234 места с нарастанием до 504 коек. После осмотра объекта президент республики дал поручение уже сейчас начать закупку необходимого оборудования. Когда новое здание инфекционки поможет врачам и какие еще стройки проконспектировал президент Татарстана, расскажет Сергей Хайдаров. На этой стройке трудятся почти 200 рабочих в 2 смены. Со следующей недели здесь и вовсе переходят на круглосуточный режим работы. В том, что темпы строительства второй очереди инфекционной больницы ударные, сегодня убедился Рустам Минниханов. Но второй источник это на 3 дня работы. Вот как бы, да, как аварийный он используется. Горячее водоснабжение у нас электрический бойлер стоит подвально. Новое 4-этажное здание поможет врачам дать бой инфекции. Здание рассчитано на 234 места с возможностью расширения до 504 коек. Рустам Минниханов проинспектировал стройку и сразу дал поручение сохранять темп, чтобы сдать больницу к середине августа и уже сейчас закупать оборудование. Давайте замерим вам температуру. Это уже другой объект, осмотренный президентом. Пространство под мостом «Миллениум» теперь не узнать. Скоро здесь будет рай для экстремалов. Почти 2 гектара земли на открытой части. Состоит из 8 основных объектов. 111 человек сейчас на объекте работают. Кстати, казанские экстремалы новую площадку уже облюбовали. Вот эта площадка тренировочная. Это твоя, да? Там просто Лучший в стране. одна из лучших в мире, я скажу. А это, что называется, вклад в будущее. Стройка новой школы для 1500 детей. Первый звонок на урок здесь должен прозвучать уже в следующем году, планируют строители. Не выходи вообще. Играй круглый год. Играть в футбол, не прерываясь, даже зимой здесь смогут благодаря этому будущему манежу. Приступят к тренировкам здесь уже в конце августа. Это мечта Барселоны, Реал Мадрида, Манчестер Юнайтед и Челси вместе взятых. Все отлично. Все шикарно. Вот в этих каналах, да. Дальше президент отправился, пожалуй, на самую крупную казанскую стройку. Это, как шутят казанцы, наша прелесть или большое Казанское кольцо. Значит, город Зеленхоз уже посадил, Рустам Григорьевич, сразу все это параллельно ведем. Это уже излюбленное когда-то место туристами. Набережная Кабана. Здесь тоже идет стройка. Экскурсию президенту республики провела Наталья Фишман-Бекмамбетова. Вот здесь у нас фиточесны, здесь будет амфитеатр деревянный, чтобы можно было сидеть. И вот здесь зона для воркаута. Увиденным президент остался доволен. Как видно, несмотря на пандемию, стройки в Казани не встали. Это не только поможет в борьбе с коронавирусом, как в случае с инфекционной больницей, но и позволяет огромному количеству строителей не терять рабочие места. Сергей Хайдаров, ТНВ, Казань.
Строят больницу неспроста. К слову, за сутки с коронавирусом госпитализированы 29 человек. Всего за минувший день в республике подтвержден 91 новый случай заражения. В основном все они контактные. Есть и хорошие новости. За сутки 19 человек выздоровели. В Татарстане сейчас 1208 пациентов с диагнозом COVID-19. В целом по стране заболевших за сутки стало больше на 10 102 человека. Снимать ограничения рано, пока ситуация в республике остается напряженной. Об этом сегодня заявила начальник управления Роспотребнадзора по Татарстану. Основной очаг, по данным специалистов, внутри семьи. Подробнее о том, как обстоит ситуация в республике, Зарина Ахметова. Масочный режим, мы будем с ним жить долго, коллеги, поэтому надо к нему привыкать. И это наша реальность. Когда многие расслабились и скинули с лица маски, специалисты призывают. Сейчас самое время их надеть. Чаще всего заражаются контактным путем в трудовых коллективах и дома. 653 – это внутрисемейное заражение. Это значит, что близкие, общаясь друг с другом, возможно, кто-то находится на самоизоляции, и кто-то из взрослого поколения ходит на работу и заражает своих близких. А это значит, что меры личной профилактики в семье не всегда соблюдаются. При этом у 52% зараженных заболевание протекает бессимптомно. А значит, это резерв для возникновения новых случаев. Если одни могут отделаться карантином на дому, то другие попадают в реанимацию. Пневмонии, вы видите, почти 19%. Но это вот та форма, которую мы остерегаемся, боимся, и та грозная форма, которая может привести к тяжелым формам и к летальным исходам. За 10 дней первые случаи появились в 8 уголках республики. Нет зараженных в Рыбнослободском, Алькеевском, Заинском, Камско-Устинском, Менделинском, Муслюмовском районах. В планах на май начать в Татарстане сбор антител. Первые в очереди – врачи. Министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Наильевич Садыков обещает, что тесты на исследование на антитела из крови, они придут в Республику Татарстан, и в приоритетном порядке будут исследованы медицинские работники. Сейчас динамика заболеваемости на уровне 7-8%. И этот факт пока не позволяет снять ограничения. Хотя примерный план выхода из режима у республики есть. Говорить о смягчении можно будет тогда, когда темп прироста опустится до 4-6%. Давайте немножко потерпим, и от того, как мы с вами дисциплинированно будем выполнять меры самоизоляции, меры личной профилактики, меры общественной профилактики, будет зависеть, как скоро мы с вами все это завершим. Зарина Ахметова, ТНВ, Казань. Это было страшно. Так описывает ход болезни одна из пациенток госпиталя 7-й горбольницы, зараженная COVID-19. Она была госпитализирована еще месяц назад. За это время лежала в коме. Прошла реанимацию, ее подключили к аппарату ИВЛ. И сегодня она рассказала нам, каково это болеть коронавирусом и почему так важно сократить контакты. Гузелия Фаритовна, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько мы знаем, вы сейчас уже идете на поправку, но до этого пережили очень много. Расскажите, пожалуйста, как вы попали в больницу, какие у вас были симптомы? 7 числа в инфекционную больницу попала, и меня отправили в 11-ю городскую больницу. Там я лежала 2 недели. Состояние было плохое, температура не снизилась. В то время было воспаление легких двухстороннее. 2 недели там лечили, и 19 числа меня перевели в 7-ю городскую больницу. В этой больнице я через день потеряла сознание, задыхалась. Состояние тяжелое было, упала в кому, и меня подключили к аппарату ИВЛ. Сейчас в палате. Слава Богу, все хорошо, состояние хорошее. Насколько вам на тот момент было страшно? Так больно, так страшно, дышать невозможно, задыхаюсь. Если это не пройдешь, оказывается, сама. Поэтому не думаю, что такое может быть. Расскажите, какое лечение вы проходили и как вас поддерживали врачи? Постоянно, каждый день, несколько раз системы ставили, таблетки. Очень хорошо смотрели. Они спасли мне жизнь. Гузелия Фаритовна, что бы вы могли посоветовать сейчас жителям нашей республики и тем, кто не соблюдает режим самоизоляции? Я бы посоветовала не нарушать режим самоизоляции и вовремя обратиться к врачам. Гузелия Фаритовна, вы сказали, что хотели бы сдать плазму. Вот расскажите, почему вы приняли такое решение? Потому что мне спасли жизнь. Я хочу тоже помочь людям бороться с этой болезнью. Спасибо вам большое. Будьте здоровы, поправляйтесь. Спасибо. Спасибо вам большое.
А в это время на улицах не просто много людей, а очень много. В полдень в Казани индекс составил 2,3 балла. Потом снизился на 0,1. Столько же и в Челнах и Чистополе. В других городах ситуация немного лучше. Маски – обязательный атрибут в поездках в автобусе, в походах в магазины и вообще во всех общественных местах. Только на вопрос, где ваша маска, многие парируют, а где купить. Салават Мухаммадуллин объехал 3 района Казани. Побывал в нескольких аптечных сетях, как федеральных, так и местных, и узнал, есть ли маски и сколько они теперь стоят. У вас маски есть? Нету. Масок нет? Есть одноразовые. И то они самодельные. В наборе только салфетки. 50 штук, 109 рублей. Резинки можно попросить на кассе. Это одна из аптек Вахитовского района Казани. 3 месяца уже как нет. Вообще ни одноразовых, ни многоразовых. То есть поступали вот, да, ну сейчас в данный момент нет. Поступали в начале месяца, в начале апреля. Последний раз где-то было, наверное, в начале февраля. Едем в другую аптечную сеть уже в Приволжском районе. Здравствуйте. Есть маски? Маски есть. В ассортименте оказались как одноразовые, так и многоразовые маски. Как нас заверил фармацевт, запасы большие. Впрочем, как и цены. Масок долгое время не было. Около месяца или даже больше. И вот недавно появились. Но уже по такой цене. По 35 рублей. Да. Ну, цены у поставщиков высокие, поэтому... Рост в 5 раз. Как альтернативу здесь нам предложили набор для самодельных масок. Да, пожалуйста, марлевые многоразовые 50 рублей. А одноразовых? Ждем. В наличии нет. Такая ситуация уже в 3-й аптечной сети в Московском районе. То есть маску найти можно, только ассортимент и ценник по сравнению с январем уже не те. Дороговато, конечно, но тем более они не многоразовые. Пока есть спрос, пусть пользуются. То есть готовы платить по 35? Готовы платить по 35, да. Уже на двери написано, что в аптеках маски нет. Без маски сейчас нельзя находиться в общественном транспорте и в магазинах. К тому же все равно здоровье дороже. Если у вас есть маска, то не нужно относиться к ней формально. Такую одноразовую нужно менять через 2-3 часа. Такой же интервал относится и к многоразовой. При этом такую маску после использования обязательно нужно постирать, а затем и погладить. Салават Мухаммадуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В нашу редакцию поступило сообщение. Одно из кафе на улице Лиственная в поселке Салмычи работает в обычном режиме. Сегодня наша съемочная группа выехала на место и не нашла этому подтверждения. Кафе работает, но на вынос. Персонал в масках. Напомним, за недостоверную информацию, связанную с коронавирусом, предусмотрены штрафы от 3 до 5 тысяч для физических лиц. Число безработных в Татарстане достигло 38 тысяч человек. К началу года их было всего 10 тысяч. Большинство потеряли работу после 1 марта. Более 15 тысяч человек уже получили повышенные пособия по безработице. Напомним, сумму выплат подняли с 8 до 12 тысяч рублей. Количество граждан, которые были уволены в республике, вот как раз в связи с этими событиями, более 7 тысяч, и уже 5 тысяч из них воспользовались вот этой мерой государственной поддержки. Раздача денег, поддержка банков и отмена административной ренты. Что поможет восстановить экономику России? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Это новости Татарстана, и смотрите далее. Пандемия пандемией, а посевная по расписанию. Завершили подкормку, завершили барнование. Какие культуры сегодня в цене и для кого эта весна стала 18-м мгновением, знает Алия Хайрудинова. 15 песен до победы. Расцветали яблони и груши. Как, несмотря на пандемию, камерный хор Татарстана готовится к большому концерту в День Победы. И как он пройдет, расскажет Вероника Гайнудинова. В Татарстане засели четверть всех полей. Сейчас основная причина сдерживания работ – высокая увлажненность почвы. На 2 недели задержали дожди и аграриев Зеленодольского района. С полей северо-запада республики Алия Харудинова. Ильшат Абдрахманов в этом хозяйстве с самого основания. Поля знает как свои 5 пальцев. О поломках в тракторе уже давно сообщает компьютер. А вот погоду предугадать не помог даже 40-летний трудовой стаж. Весна пришла рано, но толку от него не было. Снег растаял быстро, а Бог мне не дал.
дожди. Если в прошлом году первую подкормку провели в середине апреля, в этом самолеты опрыскивали поля уже 20 марта. Сеяли, опережая сроки. Только дожди 2 недели не давали закончить работу. Посев зерновых уже завершен. Черед кукурузы и гороха. Здесь отдают предпочтение высокомаржинальным культурам. Практически весь урожай рапса, сои и льна уходит на экспорт. Душа у нас радуется тому, что все-таки озимые по сравнению с прошлым годом очень в хорошем состоянии. Даже боюсь сглазить. В прошлом году у нас погибло 45% озимых. Пришлось пересеять. Зеленодольский район, разделенный географически. Его поля расположены на 2 берегах Волги, плюс еще их рассекает трасса М7. Вот сейчас это поле засевают кукурузой. Правильно ли засеяли, можно проверить с помощью вот этой лопатки. Глубина засева должна быть не более 8 сантиметров, а расстояние между зернами не более 16. Район в целом пока не числится в передовых сводках республики. Завершить посев планируют через 7 дней. Осталось посадить овощи. В этом году у нас 56 гектаров. Это и капуста, и пекинская капуста, и салаты всякие. И те же культуры сеют в ранних теплицах. В Татарстане засеяна четверть из запланированных угодий. Это более 400 тысяч гектаров. В лидерах Буинск, Тетюши, Аксубаева, Актаныш, Бавлы, Муслюмова и ряд других районов. Алия Хайрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Зеленодольский район. До Дня Победы 3 дня, а памятник военной славы не благоустроен. Жители села Ленина-Кокушкина Пестричинского района переживают, что сельский военный мемориал местные власти не успеют привести в порядок. Работы начались год назад. Смогут ли жители села возложить цветы к обновленному памятнику? На месте разбиралась Юлия Муратова. Посадить здесь красивый горшок с цветами уже давно пора. Сания Гелязова, жительница села Ленина-Кокушкина, переживает, на День Победы единственный памятник военной славы будет выглядеть так же, как и сейчас. Разобранные конструкции, земляные завалы вместо цветов. Говорит, за 47 лет не видела ничего подобного. Сердце плачет. Такого не бывает. Это же где-то как будто бы война здесь прошла, только что она прошла. Свою идею, как облагородить эту территорию, жители предложили местному управлению в прошлом году на сельском сходе. Тогда и начались работы по благоустройству. По проекту участок должен выглядеть, как на этой фотографии. Новая заасфальтированная площадка, обновленные ступеньки, газон и цветы. Сейчас здесь работы временно остановлены. На территории памятника работает один единственный трактор, но он пока сломан. Однако уже в ближайшее время власти обещают заменить все детали и завести грунт для посадки газона. За все время сюда уже завезли 40 машин глины и 12 машин грунта. Однако завершить работу не удается не только из-за техники, говорят здесь. Работы начались в том году. В связи с дождливой погодой работы не смогли завершить до конца. В этом году, вот как дороги подсохли, работы продолжились. К 9 мая мы планируем завести чернозем, выровнять, засеять траву. Уже при нас завезли новую партию грунта. К 9 мая здесь будет выровнена площадка и высажены цветы, заверил глава района. Он сегодня лично приехал на объект, узнав, что здесь работает съемочная группа. Конечно, задача была поставлена, чтобы здесь в прямом переносном смысле газон рос, но не успеет газон зайти, но все это зачернение с планировкой и лестничной площадкой, здесь будет подметено, все это будет сделано. 9 мая она будет в порядок приведена в любом случае. На весь проект благоустройства мемориального комплекса выделено 1,5 миллиона рублей. И летом власти обещают прийти к асфальтированной территории и отремонтировать ступеньки. А на следующий год памятник будет уже в буквальном смысле как с картинки. Юлия Муратова, Алмаз Зиединов, ТНВ, Пестричинский район. В честь столетнего юбилея личный концерт под окнами дома. Сегодня ветеранов Альметьевска поздравили фронтовые бригады, а волонтеры вручили им письма победы. И такое внимание каждому. Кто первым оценил необычный формат поздравления, увидела Филиза Хамидуллина. Вместо сцены асфальт, а зрители соседи. Необычный концерт во дворе ветерана войны Фатхулислама Фахрудинова. Ему сегодня исполняется 100 лет. Аплодирует и поздравляет его всем двором. Парадные песни не только в честь дня рождения. Фатхулислам Фахрудинов – участник Великой Отечественной. Прошел Псков, Одессу, Белоруссию, награжден орденом Отечественной войны. Сегодня медаль 75-летия Победы. Хочу от всей души вас поблагодарить за великий подвиг. Сегодня у нас немножко странный формат поздравления, но мы не можем оставить незамеченным все ваши подвиги. В 41-м вернулся на родину раненым. 46 лет проработал учителем. Он один из 50 живых фронтовиков района. 74 года, наверное, ему было.
было за 70, его еще звали в школу, некому работать. Он вот преподавал. Когда смотрю документальные фильмы, читаю исторические книги, у меня появляются мурашки от гордости за свою страну и народ. Слова благодарности и от Лилии Гафаровой. 18-летняя студентка написала письмо неизвестному ветерану. Сегодня его доставили волонтеры Победы. Это нужно в первую очередь для того, чтобы нынешнее поколение ценило победу, какой силой она была взята, эта победа. Праздник и в соседнем дворе. День рождения у ветерана Егора Маврина. Медаль, открытка от президента и концерт под окнами. Конечно, мы отказывались, сказали, что он не сможет не видеть, не слышать. Но, видимо, мне кажется, что-нибудь он все равно звуки, поймет. Спасибо большое. Когда началась война, ему было 18 лет. Был ранен в лицо и шею. До сих пор живет с осколками. Ему вручили письмо Победы. Фронтовые бригады дойдут до каждого ветерана. А присоединиться к акции «Письма Победы» еще не поздно. Вся необходимая информация на сайте волонтерыпобеды.ру. Филюза Хамидуллина, Ирак Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. Камерный хор Татарстана в День Победы планирует провести большой концерт. Из-за пандемии изменился лишь формат, он пройдет в режиме онлайн. Хор приглашает спеть всех желающих вместе с артистами. А Вероника Гайнудинова расскажет, как стать частью проекта «15 песен до Победы». «Катюша», «От Волги до Енисея», «Комбат», всем знакомые песни про коня, «Солнечный круг», даже современная «Астансара» и татарская «Туаньяк». Все это исполняет Государственный хор Татарстана вместе с артистами Алиной Шарибжановой, Айдаром Сулеймановым. Вот «Смуглянку» поет и группа «Волга-Волга». Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. 15 песен до Победы. Онлайн-проект 9 мая. В День Победы традиционно на весь город звучал сводный хор проекта «Поющая Казань», который объединял до 10 тысяч исполнителей. В этом году участников ждут не меньше. 9 мая, конечно же, будем в деревне. Раньше, конечно, проводились парады. Сейчас, конечно же, этого нельзя делать. Но будем... Опять-таки, Инстаграм. Из-за пандемии концерт сводного хора отменять не стали, просто изменили формат. Теперь он онлайн. У меня в эти дни какое-то особое всегда чувство долга, что ли, что я должна что-то выполнить такое для себя. Это не зависит от площадки, будет это Казань-арена, будет это мой собственный дом в деревне. Я точно знаю, что 9 мая я буду петь. «Катюша», «Смуглянка», «От Волги до Енисея». Все песни, которые уже исполнили профессиональные артисты. Можете спеть и вы. Снимите это на видео, выложите у себя в Инстаграм. Таким образом вы станете частью этого проекта, а лучшее исполнение и частью камерного хора. Нужно поставить все хэштеги, которые указаны на экране. Песенный марафон завершится большим концертом в День Победы на YouTube-канале и в Инстаграме камерного хора Татарстана. Вероника Гайнудинова, Ильшат Мухаметов, Данил Филатов, ТНВ, Казань. 10 регионов Приволжского федерального округа уже приняли участие в масштабном песенном марафоне «Наш День Победы». По инициативе полпреда Игоря Комарова в 14 регионах на родных языках исполняют знаменитую песню «День Победы». Завтра к эстафете подключаются наши соседи чуваши. Их клип ТНВ покажет завтра в 8:55. Но некоторые детали можем раскрыть прямо сейчас. Шумыр видер талбанза, санбада и верщив гарна шаванза. Песня «День Победы» Давида Тухманова и Владимира Харитонова знакома всем жителям нашей страны. Но благодаря акции «Наш День Победы» теперь она зазвучала по-новому. Все регионы Приволжского федерального округа сегодня впервые услышат ее на чувашском языке. Народный поэт Чувашии Юрий Семендер специально перевел для этого проекта текст песни на родной язык. Сложная ритмика и мелодия сложная, и текст непростой. Поэтому и при переводе на чувашский язык трудности были. До этого песню исполнили на мордовском, марийском, удмуртском, башкирском, татарском языках. К акции подключились все 14 регионов ПФО. И все мы немного больше узнали наших соседей. В годы войны в Республику Татарстан было эвакуировано свыше 70 фабрик и заводов, развернуто больше 50 эвакогоспиталей. Из Куйбышева вещал диктор информбюро Юрий Левитан. От него вся страна узнавала сводки с фронта. И в каждом из нас еще больше гордости за подвиг дедов и прадедов, своего народа и страны. За годы войны с территории Чувашии
На фронт ушла 5-я часть населения республики. А это 208 тысяч ее жителей. Как поется в песне, этот день приближали как могли не только те, кто был на поле боя, но и те, кто, не зная отдыха, трудился на заводе и в поле. Те матери, что провожали на фронт детей. Кстати, в Чувашии материнской вере и стойкости посвящен отдельный памятник. Установили его в честь Таюк Кинеми, крестьянки Татьяны Николаевой, которая проводила на фронт всех 8 сыновей, и только одного вернула ей война. И, как считают артисты, принимавшие участие в исполнении песни «День Победы», даже 75 лет спустя этот день – радость со слезами на глазах. Завтра Чувашская республика передаст эстафету Кировской области, а 9 мая услышим песню «День Победы» в исполнении всех музыкальных коллективов, принимавших участие в проекте. День Победы! День Победы! День Победы! Итак, клип песни «День Победы» из Чувашии ТНВ покажет завтра в 8:55. А у нас на этом все. Оставаясь дома, будьте в курсе всех событий вместе с нами. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Каждый год миллионы людей шагали в бессмертном полку, отдавая дань памяти тем, кто сражался за Родину. В 2020 году мы не можем это сделать из-за самоизоляции. Но мы помним об их подвиге, несмотря ни на что. Присоединяйтесь к акции «Бессмертный полк», оставаясь дома. Дорогая, смотрите кино по-королевски. Со мной! А может, она по-деревенски хочет смотреть? Со мной! Не ссорьтесь, мальчики. Перед экраном все равны. Подключайтесь по акции «Народный премьер» и смотрите лучшие фильмы и сериалы мира по доступной цене. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Агрофирма Атабаевская реализует суточных гусят и утят. Яйца гусиные и утиные. Недорого и с доставкой. Телефон в Казани 212 11 53. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болга Радиосы. Мы первые в Татарстане. Здравствуйте! О погоде после полезной информации. Информация от спонсора выпуска. Квартиры от Акбарс Дом. Дом там, где мы. Получи кэшбэк до 5%. Купи квартиру выгодно. Подробности по телефону в Казани. 295 4 семерки. И на сайте akbars-dom.ru. Купи квартиру онлайн от Акбарс Дом. Дом там, где мы. Телефон в Казани. 295 4 семерки. Очень теплый антициклон теряет свои позиции, и в предстоящие сутки погодные условия начнут меняться. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево небо затянет облаками, но осадки не прогнозируются. Все еще тепло, плюс 22-23 градуса. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге днем плюс 23-24 градуса. К вечеру температурный фон станет ниже, до плюс 11. В Агрызе, Менделеевске и Актаныше ожидается переменная облачность и довольно теплый день, плюс 24. В Арске, Кукмаре и Балтаси небо затянет облаками, к вечеру станет значительно прохладнее, плюс 10. В Болгаре, Дрожжином и Буинске не обойдется без дождей, днем плюс 20-21 градус. Станет чуть прохладнее в Альметьевске, Чистополе и Мамадыше. Ожидается облачная погода. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Боль в спине и суставах «Доктор Ост» лечит так, как не умеют нигде. Умные машины способны заменить протез и скальпель хирурга. Часто достаточно одного сеанса. Прямо сейчас запишитесь на прием в «Доктор Ост» за полцены. В Казани ожидается облачная погода. Местами возможны небольшие дожди. Ночью около 12 тепла, а днем до 23 градусов со знаком плюс.
Ветер юго-восточный, умеренный до сильного. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 43%. Магнитное поле Земли спокойное. Берегите себя и оставайтесь дома. На этом наш выпуск завершен. До свидания.